Канал Алимы Шамильского района представляет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расули Мухаммадin ва алейхи ва сахбихи аджмаин. В своей книге «Канзу Маариф» Сабб Афанди Кадасаллаху сирруху говорит на странице 711: «Инна аль-худжуба байна Аллахи Та'аля ва байна абди هو انتقاش الصور الكونية في القلب لا غيره، وتتحرك هذه النقوش وتتموج بمشاهدة الصور الجميلة واستماع الغناء والنغمة المطربة، وهذه المذكورات كلها موجبات للبعد عن الله تعالى والغفلة الحق، نافيها واجب على الطالب، فينبغي له أن يجتنب من كل ما يزيد الخيالات الفارغة ليتوجه إلى الله تعالى بقلب صاف. والراحة المطلوبة إنما هي في دار الآخرة، فإن التزمت مشقة يسيرة في أيام معدودة في هذه الدنيا تستريح في الآخرة أبد الآباد. Перевод. Препятствия, занавесы между Аллахом и Его рабом возникают в результате закрепления на сердце человека впечатлений от внешней среды. Другого пути нет. Эти впечатления бывают зрительные и слуховые. Зрительные впечатления – это все то, что красиво выглядит. Это люди, животные, здания, машины и так далее. Слуховые – это все то, что вызывает душевное волнение, порывы чувств, песни, мелодии, музыка и так далее. Все это отдаляет мусульманина от Всевышнего Аллаха, становится преградой между ними. Сердце такого человека становится отвлеченным от Аллаха Та'аля. Поэтому надо отвергать все то, что вызывает эти впечатления, чтобы мы могли повернуться к Всевышнему Аллаху с чистым сердцем. Удаление этих впечатлений и очищение сердца от них является обязанностью мурида Накшабанди Таргата. И это удаление происходит с большим трудом. Мурид обязан напрягать все внутренние силы для очищения сердца от них. Пока сердце не будет очищено от этих впечатлений, в его сердце нет места для понятия Аллаха, для хузура. А хузур, как пишет Сапул Абханди, Кудуси Сурру, в Матубатах на странице 251, «Аль-хузуру аллади я юсавихи дуня вал ахира». Хузур – это такое состояние, которому не равняются этот мир, дуня, и тот мир, ахират. Дальше. Книга Канзу Маариф, на странице 754, Сайфул Афанди опять пишет, Кадасаллаху сирруху: «Жазбатун мин жазабатил хакки тувази амала сакалайни». Что означает? Одно притягивание к Аллаху соответствует всем благим деяниям всего человечества и мусульман-джинов. Комментарий. Теперь посмотрите, что мы получаем и что мы теряем. Наслаждения, связанные со всеми этими впечатлениями, а также желанный душевный покой, это все предусмотрено в ахирате. В этом мире мы живем считанные дни, и они непременно проходят. И мы обречены перейти в ахират. В ахирате будем пребывать вечно. Если в этом мире мы будем терпеть тяжести и выполнять
предписаний шариата, ахирате будем в душевном спокойствии и наслаждении вечно. Дальше. На странице 710 Шабрабан пишет, إن هؤلاء السادات يواظبون على رعاية أصول هذه النسبة العلية من وقوع تغيرات في اصطلاحاتهم. Перевод. Большие авторитеты нашего низкого тариката делают упор на сохранение чистоты основ этого тариката и обращают серьезное внимание на проникновение всяких изменений и новшеств, его закономерности. А эти новшества и изменения в нашем мусульманском тарикате в наши дни – это пение, сама и музыка. Дальше. На странице 451 маленький пример о степени достоинства нашего тариката. Мухаммад Накшбанди говорит о нем. «Лау кана лихазихи нисбати кадарам ма индакум, ла хамильтум ал-ахджара фаука руусикум». يعني لتحصيلها وحفظها. Если бы от этого тариката у вас была бы хоть маленькая частица его познания, вы носили бы камни на своих головах, имеется в виду для приобретения его и для сохранения. Дальше. كانت طريقة نقشبندية أقرب الطرق إلى الله تعالى. Накшбандийский тарикат – это самый приближенный к Всевышнему Аллаху тарикат. Тарикату много. Это шазалийский, накшбандийский, кадирийский, чистовийский, сухравардийский, рафиийский. Много их. Но среди них накшбандийский тарикат является самым превосходным, самым высокого достоинства. Дальше. Хуа би'айнихи طريقة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. Накшбандийский тарикат – это основной стержень той пути, который придерживались асхабы, разъяллаху анхум. Дальше. На странице 776 книга Канзу Ма'ариф Шабрабан пишет: «Фаякуну камалу хаула ил-акабири фаука джами'ил камалати ونسبتهم فوق جميع النسب وأرادوا بنسبة الحضور الذاتية الدائمية». Совершенство великих накшбандийских шейхов выше всех других. То, что им характерно, то есть то, что они имеют, оно выше всего того, что имеют другие шейхи. Имеется в виду постоянное пробивание понятия об Аллахе в сердце, хузур, который выше этого и того мира. Против всего этого, это комментарий сейчас, против всего этого, что можно сказать о пении, мелодиях и музыке, которые мешают тому, чтобы человек удержал у себя в сердце понятие об Аллахе. Дальше. Переходим к книге Хасана Афанди «Танбихус Саликин», которая издана в Сирии в 1996 году. На странице 222 Хасан Афанди пишет: قال القرطبي رحمه الله تعالى إن هذه الغناء حرام بالإجماع عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى في مواضع من كتابه. Перевод. Куртубию, قدس الله سره, сказал следующее: поистине это пение является запрещенным, харамом, в чем согласились имамы Малик, Абу Ханифа, Шафи'ию, Ахмад. Да смилостивится над ним всеми Аллах. Об этом Куртубию сказал в своей книге в нескольких местах.
Дальше. На странице 222 читаем дальше. فإن زماننا زمان بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين. Поистине наше время, в котором мы живем, соответствует выражению «вам ваша религия, мне моя религия». В том смысле, что вы идете по своей дороге, я иду по своей дороге. Так говорят, когда человека невозможно переубедить. Дальше. قال الخادمي في كنيجة برقية محمودة وعن منيرة ابن كمال عن جواهر الفتاوى السماع والرقص الذي يفعله الصوفية في زماننا حرام ولا يجوز الجلوس معهم في مجلسهم والرقص والغناء والمزامير في الحرمة سواء. Это на странице 574 на джуз Иссани этой книги. Перевод. Хадимию, это имя ученого, говорит в своей книге Аль-Баркиятуль Махмудат, а также Мунират ибн Камал, книга Джавахируль Фатава, оба эти ученые, указаны в книгах, говорят следующее. Пение и танцы, которые проводят суфии в наше время, это харам. Даже сидеть с ними нельзя в таких сборищах. Танцы, пение, музыка, они равнозначно запрещены, являются харамом. Дальше. На странице 224 читаем следующее. قالت الشافعية الغناء لهو باطل أي شبه الباطل من قال به ترد شهادته. وقالت المالكية يجب على ولاة الأمور زجرهم وردعهم وإخراجهم من المساجد وحبسهم حتى يتوبوا ويرجعوا. وقالت الحنابلة لا يصلى خلفه ولا تقبل شهادته ولا حكمه. وقالت الحنفية الحصير التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى توصل. Перевод. Шафиийские ученые говорят, пение – это бесполезное веселье. Кто будет утверждать, что пение дозволено, то у человека свидетельство не принимается. Свидетельство не принимается. Имеется в виду в соответствующих ситуациях, где требуется свидетельство. Маликийские ученые говорят, руководители власти обязаны громким голосом удержать их от пения, выгнать их из мечетей, не выпускать их из дома, пока не сделают таубу, и не откажутся от проведения подобных мероприятий. Ханабалиты говорят, последователи, это последователи имама Ахмада, рахималлах. Они говорят, не следует совершать молитву за ними, не принимается их свидетельство, не принимается их решение по любым спорным вопросам. Ханафиты, это последователи имама Абу Ханифа, рахималлах, говорят, на той подстилке, на котором они совершали танец, нельзя совершать молитву, пока ее не постирают. На той земле, где они совершали танец, не следует совершать молитву, пока не поскребут верхний слой земли и не выбросят. Дальше. Страница 224. Инна мазхаба садати суфияти анна ракса ва зарба дуфи ва шабаби баталатун ва залалатун. وما الإسلام إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين. Перевод. По мазхабу суфийских предводителей
танцы, игра на свирели, это лалу называется по-аварски, свирели, и бубны, это жаргын, считаются заблуждением и бездеятельностью. Ни одному человеку, который верит в Аллаха и в судный день, не является халалом находиться рядом с ними или оказывать им помощь. Это мазхаб Шафи'ия, Малика, Абу Ханифа, рахмаллаху та'ала. Дальше. На странице 227 читаем. قال القشيري في رسالته эта книга. أن السماع مباح في الجملة. وقال الإمام رباني قدس الله سره والسماع والوجد مضر للمبتدئ ومناف لعروجه. Ученый Кушарию в своей книге «Рисалат» говорит следующее, что при определенных условиях сама допускается. Здесь нужны некоторые пояснения. В книге «Мактубат» Сафул Афанди на странице 30 читаем следующее. إن أقوال الأولياء وإن كثرت واختلفت آراؤهم فليس لنا أن نقتفي خلف كل أحد بل الواجب علينا أن نجتهد لنقتدي لآثار بهاء الدين محمد نقشبندي قدس الله سره وآثار من اقتدوا بآثاره كالإمام الرباني وشيخ خالد السلماني وخلفائهم راشدين المرشدين وليس لنا سبيل أن نتجاوز عما قالوه فهم أمناء هذه الطريقة ومؤسسو أبواب هذه النسبة الصديقية. Перевод. В своей книге «Мактубат» Сафул Афанди пишет следующее. Изречения ученых и аулияов, хотя их много, и взгляды их бывают разные, для нас нет дороги идти за каждым из них. Мы обязаны проявить усердие в следовании за Мухаммадом Нахшбанди, а также за теми, которые следуют за ним. Это имам Раббани, Халид Шах, их последователи, как Махмуд Афанди, Сафул Афанди, Хасан Афанди, Нам нет дороги, в смысле, что нет разрешения уйти от того, что они говорят. Они доверенные лица этого Нахшбандского тариката. И также основоположники тех ворот этого тариката, которые ведут к праведному Абу Бакру Сиддику. Комментарий. Мы подробно описали и остановились на этих больших предводителях по той причине, что вокруг пения и музыки ходят много противоречивых разговоров. Есть разные мнения у различных ученых, авторитетов. Каждый убежден, что он прав. На кого ориентироваться, за кем идти? Ответ на этот вопрос мы перечислили, за кем нам идти, и привели в цитатах их слова по данному вопросу. Дальше. На странице 229 читаем. والشرائط المبينة في كتب الأكابر مفقود في السماع أبناء هذا الزمان وهذا الاجتماع الذي صار متعارفا. Те условия, о которых выше было сказано, что при них допускается сама, эти условия в книгах ваших авторитетов написано, что их нет, они отсутствуют, эти условия в самаре пении тех лиц, которые поют это в наше время. Нет для них тех условий, о которых говорят эти ученые. Этих условий здесь нет. وهذا الاجتماع الذي صار متعارفا. Это ставшие обычным этих сборищ, также, значит, отсутствуют те условия, при которых определенные ученые, которые были раньше, они допускали сама. Дальше. ولا شك في أنه مضر محض ومناف صرف لا طمع للعروج فيه وإمداد السماع مفقود في هذا المحل
ولا يتصور الصعود وترقي به. المضرة موجود في هذا المفعل. Мы раньше сказали выше, что некоторые ученые допускают пение при определенных условиях. Однако большинство этих условий отсутствуют в пениях нашего времени. Это было сказано лет 80-90 тому назад. Когда пение и мелодии, и музыка не так были распространены, как в наше время. Чтобы они сказали, они видели пение наших дней. Пение, которое стало распространенным в это время, и эти сборы и собрания людей, которые стали также привычными, нет сомнения в том, что в нем только вред, и он является отвергнутым, вред разговору, мунафин сарфун. Нет никакой надежды в том, что поклонение Аллаху, это само пение окажет помощь к продвижению вперед. Нет никакой надежды в этом. Даже мысленно вообразить невозможно, что этим пением можно приблизиться к Аллаху. Приближение к Аллаху, помощь от пения полностью отсутствует, а вред от него явно присутствует. Дальше. Страница 228. قال الإمام الرباني قدس الله سره والسماع والوجد مضر للمبتدئ ومناف لعروجه وإن وقع بالشرائط. Имам Раббани говорит, пение и экстаз наносят вред мюриду тариката на начальном пути и препятствуют его продвижению к Аллаху. Это даже в том случае, когда это пение будет сопровождаться допускающими условиями, даже при этом случае. Дальше. Страница 231. ففي هذه المذكورات كفاية لما أراد الوقاية عن الوقوع في المشكلات والمتشبهات فضلا عن المحرمات. том, что мы перечислили, достаточно оснований для того, кто хочет защитить себя от попадания в сомнительные и также полухарамные, полухаляльные состояния, тем более от полностью харамных, запрещенных состояний. Переходим к книге «Буруджу Мушаядат», которая написана Хасан Афанди, выпуск 1996 года, Сирия, Дамаск. Подробно каждый раз указываем название книги, ее автора, год выпуска, где выпущено. Это все для того, чтобы любой человек может поднять эту книгу и указанной странице прочесть этот текст, чтобы убедился, что именно так там написано. Это могут возникнуть сомнения. В Буруджу Мушаядате на странице 334 Хасан Афанди говорит, قدس الله سره قال الإمام الرباني قدس الله سره نسبتي هذه تبقى بواسطة الأولاد اليوم القيامة حتى الإمام المهدي يكون على هذه النسبة الشريفة. Указывая на достоинство нашего тариката, имам Раббани Кадасаллаху сирру говорит, этот тарикат останется до судного дня, до қиямат дня, через посредством моих последователей. Даже имам Махди будет представителем этого тариката нашего. Как был и имам Шамиль, рахимахуллах, шейхом этого тариката. وأيضا إن طريقة النقشبندية هي طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الباقية على أصلها من غير زيادة ولا نقصان، وواسطتها الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أبو بكر أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم الطرائق والسلطان الطرق، وهي أيضا طريق الأقرب الأفضل الأقوى الأتم الأكمل الأحكم الأوضح والمشراب الأعزب المصون من كل قادح، وجميع أركانها وأدابها وشروطها عين الشارع ولب القرآن، وحقيقته
وفي حقها أدلة جملة وتفصيلا كما ذكر جميع ما ذكر الشيخ أحمد ضياء الدين في متمماته في الصحيفة أغنطينة القموها يوسد موي поистине перевод все то что мы говорили сейчас перевод поистине Накшбандийский тарикат это тарикат асхабов да будет им доволен Всевышний Аллах тарикат который остался на своей первозданной основе без прибавления и без убавления. Основным посредником здесь выступает самый лучший из людей после пророка, это Абу Бакр, радзияллаху анху. Он носит имя самый правдивейший, Сиддик. Он является посредником между мюридами Накшбандийского тариката и пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям. Тарикатов, ведущих к Всевышнему Аллаху, много. Однако Накшбандийский тарикат является среди них самым приближенным к Всевышнему Аллаху, самым превосходным, совершенным. Его называют матерью, султаном остальных тарикатов. Все его составные части, условия его выполнения и адабы – это сердцевина шариата. Все они взяты из основного содержания Корана. Эти и другие присущие ему качества перечислены в книге Мутаммимат шейха Ахмада Зияуддин на странице 97. Дальше. Буруджи Мушаядат на странице 335 пишется: «Важаба аля кулли ман лаху акун салимун ан якуна ма ас-савад ал-а'зам ва яттаби'а ман тамассака би урвати туруq al-a'imati фаш-шузузу минхум мимма тамассакуху хуа шузузу ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям». Перевод. Каждый, кто имеет трезвый ум, обязан придерживаться середины исламской общины и цепко держаться за имамами тарикатов. Кто же будет отделяться от них, а также от того, за что они держатся, он будет отдаленным от самого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше. На странице 335 читаем: وقال سيد الطائفة خالد شاه البغدادي قدس الله سره «Ман гайяра усулу тарикатина фалайса минна». Перевод. Одни из великих предводителей Накшбандийского тариката Халид Шах, кадасаллаху сирраху, обновитель 7-го столетия, сказал следующее: кто изменит основы нашего тариката, он не из нас. Имеется в виду, кто внесет новшество в структуру тариката, он считается выше, чем человеком из тариката. Дальше. Страница 335. قال إمام رباني قدس الله سره إن إحداث شيء في الطريقة ليس هو عند الفقير بأقل من إحداث بدعة في الدين. Перевод. Муджаддид второго тысячелетия имам Раббани قدس الله سره говорит: новшество, введенное в тарикат, по своей мерзости не ниже новшества, введенного в ислам в целом. По моему убеждению, новшество – это бид'a. На странице 335 он же говорит: وَبَرَكَاتُ الطَّرِيقَةِ إِنَّمَا تُفَازُ وَتَعُودُ عَلَى أَهْلِهَا مَا لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا مُحْدَثٌ وَمُحْدَثُ يَنْسَدُّ طَرِيقَ الْفُيُوزِ وَالْبَرَكَاتِ. Перевод. Благодать, баракат тариката достается его последователям, пока не введен в тарикат новшество, пока оно еще в чистом виде. А внедренное в него новшество, это, которое мы говорим, это пение, музыка и так далее, это новшество закрывает дорогу для поступления бараката, файза, нура познания Аллаха. فحفظ الطريقة من المحدثات من أهم المهمات والاجتناب عن مخالفة الطريقة من الضروريات فكل موضوع رأيت فيه مخالفة الطريقة ينبغي زجره ومنعه بالمبالغة والاجتهاد في ترويج الطريقة وتقويتها. Перевод. Сохранение Накшбандийского тариката
от нововведений – это самое главное из главных проблем. Отдаление от всего того, что не соответствует автоматизму тарикату, это самое основное, что необходимо. В каждом вопросе, где ты увидишь, не соответствует тарикату, очень желательно всеми силами убрать его, громким голосом, окриком, удалить его подальше от тариката. Надо приложить максимум усилий для очищения тариката, для распространения его в чистом виде, как он дошел до нас. Это все написано, книга Дуррул Макнунат, на странице 38, часть 1. От чего же нам так надо стараться очистить тарикат? От чего? Что у нас сегодня является главным нововведением, против которого нас призывают выступать? На этот вопрос мы получаем ответ на странице 336 указанной книги. وَمِنَ الْبِدَعِ الَّتِي يستعملونها الرقص والسماع والتواجد ورفع الأوساط بالذكر وإنشاد الأشعار والنغمات مع أنهم يقولون أنهم نقشبنديون والحال أن النقشبنديين لم يجوزوها ولم يقبلوا الأحوال المترتبة عليها باتفاق منهم وإجماع بل بالغوا في المنع عن ذكر الجهر واعتقدوا بدعة في طريقتهم الخاصة بهم وإن ورد في طريقة غيرهم كما بسط الإمام الرباني ذلك في مكتوباته وذكرنا في تلميذ السالكين. Перевод. Из тех нововведений бид'a, которые употребляются в наше время, это сама, пение, танцы, экстаз, проведение зикра громким голосом, распевание стихотворений и мелодий. И при всем этом они говорят, что они накшбандийские муриды. Это при том положении, что накшбандийские предводители не дают разрешения на проведение вышеуказанных новшеств. Также не принимают, то есть не обращают внимания на те душевные волнения, которые возникают при пении, музыке и так далее. Отказы пению, музыке, все наши шейхи едины. Больше того, они проявляют усердие в отказе даже от явного зикру и убеждены в том, что это нововведение, бид'a в тарикате, к которому они принадлежат. Хотя в других тарикатах явный зикр допускается. Обо всем этом подробно изложено в книге имама Раббани «Мактубаты». И я, имея в виду Хасан Афанди, рассказал о ней в своей книге «Тамбиу Саликин». Дальше. На странице 336 читаем. قال إمام رباني قال صلى سره وعلم أن الرقص والسماع داخل في الحقيقة في اللهو واللعب وقالوا تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري اللهو والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين سورة اللقمان 4 آيات نازل هذه الآيات في شأن المنع عن الغناء في المدارك له الحديث كما قال مجاهد الذي هو تلميذ ابن عباس من كبار التابعين أن المراد بالله الحديث السمر والغناء وكان ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهم يحلفان أنه الغناء. Перевод. Имам Раббани сказал следующее. Поистине, пение и танцы входят в понятие веселье, развлечение, забава. Слова Всевышнего Аллаха, которые приведены выше, повторяем. ومن الناس من يشتري بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري الله الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين سورة اللقمان آية الرابعة. Эти слова
они спущены для запрещения пения. Для запрещения пения. Об этом имам Раббани говорит в своей книге. Дальше. Книги Мадарик, слова Аллахул Хадис, как сказал Муджахид, который является учеником Ибн Аббаса, а сам он является одним из старших табиинов. Табиины – это те, которые жили чуть позднее пророка, саллаллаху. Его не видели, а видели его сподвижников. Слова Аллахул Хадис здесь означает пение, а также никчемный разговор. Ибн Аббас и Ибн Мас'уд – это асхабы, дали клятву, что эти слова означают пение. Ислам полностью отрицает музыку. По вопросу пения есть разногласия. Но когда используются музыкальные инструменты, все сходятся единодушно в том, что при их использовании и пение запрещено, харам. Это написано в Канзу Маариф на странице 760. Музыка по своей природе действительно доставляет удовольствие, наслаждение. Это все знают. Однако в этом мире Аллах нас создал не для этого. В Коране сказано: «Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун». Что означает: я не создал джинна и человека, кроме как для служения мне. Вот для чего мы созданы. Для служения Аллаху. «Варрахатул матлубату иннама хия фи дарил ахирати». А то душевное покой и наслаждение, к которому мы стремимся, это будет только в ахирате. Написано в Канзу Маариф. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наш канал в YouTube.